Миллиард 265 миллионов рублей в Коми в этом сезоне направят на ремонт дорог. Масштабные компании, подрядные организации приступили, как только установилась теплая погода. Средства будут распределены следующим образом. Почти 420 миллионов будет затрачено на ремонт улично-дорожной сети в столице республики. Еще свыше 500 миллионов уйдет на муниципальные дороги местного значения. В Сыктывкаре это примерно 26 километров будет отремонтировано и восстановлено дорог, а в муниципалитетах свыше 43 километров. Конечно, это неудобства определенные и автомобилистам, и пешеходам, но прошу тут проявить понимание, потерпеть, потому что зато мы получим качественное новое дорожное покрытие. И сейчас на прямой связи наша съемочная группа. Она находится на объездной дороге вблизи Сыктывкара. Там на участке с 0 по 7 километр уже идет ремонт дорожного полотна. С нами на связи наш корреспондент Ксения Лосева и заведующий отделом технического надзора и приемки управления автомобильных дорог Коми Игорь Кульбака. Ксения, добрый день, эфир ваш. Добрый день, Евгений. С приходом тепла у дорожных служб традиционно начинается очень жаркий и плодотворный сезон. О том, как дорожная компания пройдет в этом году в Коми, мы решили поговорить с Игорем Кульбака. Игорь Владимирович, здравствуйте. Расскажите, как пройдет компания в этом году, сколько выделено средств? Добрый день. На 2020 год выделено порядка 7 миллиардов рублей. Капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов дорожной отрасли. В общем, касаемо из них на строительство порядка 1,9 миллиарда, на содержание порядка 1,9 миллиардов, соответственно, на строительство и реконструкции где-то по 1 200 000 000 300 000. Ну и также начаты работы по строительству таких объектов, как Усть-Лыжа, которая соединяет, скажем так, север с югом, с большой землей, как называют на севере. Предусматривается реконструкция автодорог Кабантевис, Малая Пера протяженностью 23 километра, подъезд к Носим. Продолжаются работы по выполнению региональных проектов в части безопасности, качественной автодороги. Устройство пешеходных автодорог планируется порядка 50 штук. Приведение нормативное состояние региональных, местных улиц, местных автодорог и улиц дорожной системы, скажем так, порядка 43 километров. Устройство лежачих полицейских. Ну и освещение порядка 9,5 километров. То есть будут решаться такие самые актуальные, да, наверное, вопросы вот по срокам, да, то есть когда нам ожидать, что вот закончатся вот эти ремонтные работы в этом году? Ну, в любом случае, те виды работ, которые предусматривают выполнение в летний период, соответственно, там укладка асфальтобетона, пешеходники, разметка, это все будет выполнено до начала холодов. Ну, то есть это где-то конец августа, сентябрь месяц. Что касаемо содержания, то, соответственно, период содержания, он круглогодичный. То есть, правильно понимаю, работа будет вестись круглый год? Совершенно верно. Начиная с строительства и реконструкции, и в дальнейшем и содержания. Спасибо вам за исчерпывающий ответ. Мы надеемся, что все будет в штатном режиме, и уже очень скоро у нас будут дороги еще лучше и ровнее. Я передаю слово в студию. Евгений. Ксения, спасибо большое. Теперь от общего к частному. Так, на ремонт участка Октябрьского проспекта в столице Коми выделено больше 10 миллионов рублей. На сайте госзакупок стартовал аукцион на выполнение работ по приведению в нормативное состояние дороги. Это отрезок между двумя перекрестками от улицы Красных Партизан до Орджоникидзе. Окончание работ назначено на 30 сентября. Тем временем в столице уже подходит к концу ремонт на улице Юхнина. Работы здесь вели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». И теперь дорожники переходят на улицу Чкалова. И напрямую связи со студией оттуда моя коллега Анастасия Калмыкова. Анастасия, здравствуйте, вам слово. Евгений, здравствуйте. На улице действительно прекрасная погода, светит солнце, это не может не радовать. Здесь практически уже завершены работы, лежит битум и, конечно же, второй слой асфальта. И со мной здесь рядышком начальник управления ЖКХ администрации Сыктывкар Александр Гонтарь. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Расскажите, какие работы уже проведены и что еще, какие работы ожидаются?
Ну, на сегодняшний момент у нас в работе находится, вообще запланировано выполнить ремонт по 38 участкам улично-дорожной сети. 31 участок находится в городе, 7 участков находится в Эжвинском районе. Что касается городской части, то из 31 на 10 участках уже работы завершены. То есть по остальным работы движутся и идут в плановом порядке. Поэтому надеюсь, что все будет как запланировано и мы будем все в сроках. Какие сроки установлены? Вообще по всем муниципальным контрактам установлен срок окончания работы это 30 сентября. В связи с тем, что в прошлом году было достаточно дождливое лето и мы вынуждены были смещаться, поэтому в этом году мы все контракты сделали окончание 30 сентября. Как вы оцениваете качество работы подрядчиков? Ну, на сегодняшний момент 3 подрядчика работают на улично-дорожной сети. Помимо тех работ, которые в технологической карте описаны, еще существует работа технадзора, который участвует в приемке выполненных работ и, соответственно, по ходу выполнения смотрит за этими работами. Нареканий и замечаний на сегодняшний момент нет. Спасибо большое. Евгений, вот такие у нас новости. Передаю слово вам. Анастасия, спасибо. Напомню, о дорожной кампании в этом году рассказали мои коллеги Ксения Лосева и Анастасия Калмыкова. К другим новостям. Поддержка разработок наших ученых включена в комплексный план развития республики. Так, для развития потенциала Коми-научного центра УРОРАН необходим Центр инновационного внедрения разработок. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба после визита в Институт геологии и химии. Любовь Лапина подробнее.